Трофей, ребятки. Вот оставил палочку. Еще и работает. Трофей будет. Ну все, что, прибыли. Что, братцы, всем здрасте. Июль, классный вечерок, ребята. Решил я сегодня сделать себе прогулочку. Прогулка, ребят, будет составлять с 3 этапов, наверное. Вечер, ночь, рыбалка на фидер. Раннее утро, ну, посмотрим, как будет клевать по фидеру. Будем подниматься на троллинг. А днем, ребят, хочу зайти в лес, на бор. Здесь есть борик у меня, недалеко, чуть выше. Посмотрим грибы. Сейчас недавно ездили на прогулку, ребят, то со мной в инстаграме тот видел, я показывал 3-4 красноголовика или подосиновика в простонародье. Короче, есть, ребят, выход, есть, походу, первый выход небольшой. Вот заодно и проверим. Ну а сегодня, ребят, вечер спокойствия. В одного хочу просто расслабиться, посидеть без всякого лишнего, без всяких костров, бань и так далее, ребят. Просто спокойная рыбалка. Час как на моторе, спустился. Время 5 час вечера. Сегодня солнечно, но ветрено. Но вечер, я думаю, будет замечательный. Обещали маленький дождь. Как раз уходил с поселка, там у нас уже начинался он. Ну, походу я ушел, потому что в районе 20 километров по реке я спустился. После последних рыбалок, ребят, на вот этом галечнике видно, что здесь обитали люди. Прям неплохо. Вот что-то такое непонятное. Много, ребят, мусора, вот этого мелкого. Братцы, но если вы ездите по видео, я так понимаю, возможно. Но зачем вот так-то вот эта вот мелочь? Что это вот? Сигареты же. Видно, делали костер, костровище. Причем неплохое такое. Вот эта мелочь, она все равно, это как вот приезжаешь, вот сразу вот поляна вот такая, да? Вроде все хорошо, красиво, но, блин, вот так, чтобы вот это блядство, вот этого прям не признаю вообще. Вроде не крупный мусор, мелкий, но он такой неприятный. Даже вот этот бычок валяется, он уже как-то скрашивает, как-то по-другому. Ладно, сейчас приберемся маленько. Ну и в принципе нормально. Начнем. Я не один, тут соседи чуть ниже. Возможно, приехали на машине. Короче, ребят, начнем. Давайте посмотрим. Такая прогулка, ребят, у меня будет в 3 захода. Какой-то из них, наверное, ребят, будет удачный, я так думаю. Так что пальчик в воздух сразу, ребят. Начнем, наверное, с этого. Непонятный какой-то мусор мелкий. Давайте мы это все уберем, ребята. Чтобы сидеть красиво, кайфовать. Всякое вот такое непонятное блядство. Блин, я не знаю. В эти края явно, ребят, добираются или на машине, на хорошей, или на моторе. Явно все тащат же не на руках это все. Нет же. Все, давай на берег, блин.
Прям как-то, блин, обидно за народ, блин. Все равно же деревенские все половину живут здесь. Короче. Вот так хотя бы, чтоб, ребят, самому приятно было. Вот здесь костерок явно спалят со временем. Ну все, вроде, вот уже другое дело. Ладно, это щепа, это мелочи жизни. Уже красиво. Короче, ребят, приготовлю место сразу же под фидер, где буду я сегодня кайфовать, балдеть. Вот так же. Вот так как-то. Вот. Я, ребят, раздетый. На жара немножко спала, но все равно душно как-то. Первый, второй. Все отлично. Ну, начнем как обычно, ребятки. Фидер. Сейчас наладим все. Замесим прикормочку. И так далее и тому подобное. Две палочки, 3-метровый, 2,70. Ну вот, явно хочу побольше еще один. Хотя бы 3,30, 3,60. Что-то из этого калибра. Коротковатенький чуть-чуть, как будто мне. Ну, рыбалку полюбил, ребята, эту. Так что сейчас будем размножаться, продвигаться. Сегодня, кстати, ребят, хотел я порыбачить с лодки. Все взял, не поверьте, веревку, комбайны свои зимние. Помните, я вот эти хотел порыбачить с лодочки, закормиться. В оконцове вспомнил, что забыл груза, когда уже шел сюда. А проходил село, можно было мешки там на ферме взять. Далеко идти. Мешков не было. Короче, груза никакого не было. Хорошо взял фидера. Останусь сегодня я на берегу, значит. А так хотелось, ребят, с лодочки побахать. Так, ну понеслась. Все та же, ребят, ямановская прикормка. Два пакета, в принципе, хватает на ночь. Есть контакт. Так, бандюэль, ребят, использую молодую кукурузу. Классная вещь. Вот эти 6 совоток, это говно. Больше половины там она пустотела. А здесь вот вся на подбор и плотная. Водичку. И полбаночки туда. Потому что на насадку надо совсем немножко. Вот, в принципе, столько мне хватит. Ну и дальше вторую пачку. Ну вот весь приком, в принципе. Да, раньше я заваривал пшено. Ну, я раньше на фидер, ребят, особо не рыбачил. Вот пишут: Андрюха, химией травите. Так полстраны так рыбачит. Да, кто-то использует, сам отваривает. Но у меня нет времени. Тем более у меня есть доступ к этой прикормке. Я могу в любое время взять. А зачем мне заморачиваться? Фидерная оснастка, ребят, патерностер. Сколько раз показывал, все равно спрашивают. Две петли, одна большая, другая маленькая под поводок. Шнур здесь, ребят, вот этот 22 у меня вот на этом фидере. На том 18. Ну, явно надо использовать шнур. От лески я уже отошел давным-давно. Вот это под кормушку, ребят, это под поводочек. Поменьше петельку. Все. Очень круто. Очень быстро, круто.
Ничего не путается. Мне нравится. Обязательно смачиваем. Затягиваем. Вот что получается. Ну, можно, конечно, побольше. Это я так уже постарался, наверное, маленько. Кормушки, пульки. Так, ну сейчас, конечно, течение поменьше. Можно уже на 90 уйти. Прошлую рыбалку я сотками бодался. Вот они у меня заряжены. Ставлю на застежку, чтобы можно было. Некоторые петля в петлю проводят. Я вот, допустим. Так, это ладно, пускай сотка здесь будет стоять. Чтоб не сносило на тот, а тот мы 90 забубеним. Все верно. Вот так вот. Маркер есть, явно. Противозакручиватель есть, ребят. Вот эти я уже отошел от этого дела. Закормочная. Сейчас покидаем, покормим немножко. Бровка у меня клипса стоит, вода упала. В принципе, я должен попадать все в аккурат. Все. Соточка у нас. И просто вот на застежку я цепляю. Вот таким образом. Раз. Все, ребят. Дома. Вот эта петля, в принципе, должна где-то здесь быть, по идее, если по-правильному. Ну, вроде и так все работает. Так, после последней рыбалки, ребятки, у меня леска закончилась, а я и не положил. Ага, ага. Крючочки есть, а леска нету. Но есть 0,14, будем ее туда ставить. Так, ставлю 0,18, в принципе, чтобы поувереннее быть. Ну, поставим 0,14. Крючочки вот такие, ребятки, 12 номер. Сантиметров 70 поводочек. И вся любовь. Погнали. Ну что, братцы, все, монтаж готов. Давайте попробуем покормить. Ну, как правило, там стартовый закорм. Но я думаю, это делают спортсмены, которым сели на точку, им надо сразу что-то ловить. Я за целый вечер накидаюсь еще. А парик так что не знаю, прям там, чтобы все так делать по классике, нет такого. У нас течение здесь, это раз. Так что за ночь я это ведерко, ребят, скормлю. Все равно рыбка придет, я думаю. Вот такой пучок. Так, ну ладно, что, погнали. Клипса вроде стоит у меня. Сейчас проверим. Вроде как нормально. Отлично. Так, ну живец на точке уже есть, ребята. Густерка. Живец на точке есть. Так, ну я думаю, еще за вечер наловим, так что пока еще снасть не сделал, отпущу. Опа. Поставил кукурузу, ребят. Что-то походу зацепил. Блин, катушка что-то у меня хрустит. Да, что-то, ребят, гуляет. Подсачник-то я не сделал. А, опять держала щука. Опять держала щука. Точно. Все, ребят, надо ставить уже. Смотрите. Вот, смотрите, ребят, какие порезы. Охренеть. Только начал рыбалку, вот уже держала до последнего. Зараза. Не знаю, выживет, не выживет. Короче, надо поставить, ребят. Сейчас сделаем.
Спиннинг, ребята, у меня есть. Сейчас из него сделаем закидуху под хищника. Вот получается третий заброс, наверное, у меня. И сразу она бахнула. Зараза такая. Есть коробка с воблерами. Сейчас что-нибудь придумаем. Оснастим здесь. Флюрокарбон есть третий. Сделаем поводочек. Воткнуть надо. Вот так вот. Все, ребятки. Сделал грузило, поводочек, тройничок. Будем пробовать ловить ее. Заразу. Живца сейчас поймаю. Вот и живчик. Как раз средненькая. Средненькая густерка. Правда, густерка как живец плоховато. Ну ладно. Будем брать ее, ребятки. Вот так аж на 2 насажу. На 2, чтоб не слетело. О, бегает, бегает. Полетели. Примерно же туда же. Все. Сюда ее, ребята. Сейчас бубенчик повешу. И нормально. Ну давай. Щукарь. Клюй. Пока, ребятки, мелкая густерка. Каждый заброс. Не крупная. Мелкая густера. Ну, точку будем кормить. Будем ждать рыбку. Первое, ребят, правило фидерной ловли, так как меня учили, даже если нет поклевок, каждые 5 минут перед заброс нам... Ух ты, нифига. О, опять щука, ребят, смотрите. Походу опять щука. Угу. Держала и ушла. Че творит, а, зараза. Вторая щука на фидер. А здесь у нас тишина. Вроде кидаю туда же. Примерно. Живая вроде. Вроде живая. И мелкая густерка. Садок еще не размочили. Вот она опять идет. Ну, уже чуть-чуть покрупнее. Чуть-чуть покрупнее. Ну, опять же, не то пальто. Взяла, ребята, походу. Взяла, походу. Че, сечем? Есть. Ух ты, блин. Такое сопротивление нечешное. И не крупная. Заводюка. Сейчас свечку будет давать.
Иди сюда. Доигралась. Доигралась подруга. Со мной шутки плохи. Засек-то так вообще немножко. Ну вот они, проказницы, гоняют, не дают рыбалку. Ну чё, если б я такую на спиннинг поймал, явно бы отпустил. Ну как, наказываю, придется взять, ребят. Мелко. Ну, утром, может быть, дам шанс ей, конечно. Утром, может быть, дам им шанс. Но пока наказал. Что это? Куда? Где? Чё почем? Какая? Обе подкачивают. Ну, мелочь, видно, ребят, мелочь. Солнышко зашло уже, точнее, за деревья только. Башка сразу погнала жрать. Ветерок был, вот хоть немножко разгоняла. Сейчас мошка вон, блин. Днем вода, слепни, вечером мошка. Стемнеет, вообще комар пойдет. Короче, по расписанию вся эта живность выходит. Ну ничего, нормально. Привыкли уже. С одной стороны, просто внимания не надо обращать и все. Они рядом жужжат. Я набрызгался хоть немножко. Короче. Ух ты. Что тебе отвидали? Прям этот. Такая поклевка была непонятная. Резкая. Щука, что ли, опять? Нет. Пошли уже, ребята, пошли. Тихо, 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 брат. Тихо, 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 тихо. Первый, ребята. Ух ты, красавец какой. Хороший. Первый. Тихо, брат, тихо. Ты уже дома. 14-й поводок. Достойный. Походу сначала мелочь брала. Потом бац, удар. Это домой уже. Это уже красивый. Сейчас затянул. Неудобно немножко. Ну вот. Распечатали. Сопливого. Огонь. Ближняя бровка. Я уже хотел передвигать клипсу. Нормально. Кукуруза, парик, ребята. Так, надо время посмотреть сколько. Ох, у меня тут бардак. Столик нужен. 25 седьмого. Первый лещ. Ну как такой, грамм 600. Руки затряслись, ребят, смотрите. Вот это рыбацкий адреналинчик называется. Дозу я хапнул. Дозу я хапнул. Так, ну ладно, попробуем чисто на опарыши. Опарыша много, так что можно кормиться. Полетели. Родные, все, вечерок. Пока ничего интересного. Ну, подлещик такой неплохой. Пару щукарей на фидер не подняли. И вот на закидушку, да, так скажем, на хитрую
На живца поймали мы одну щукарку. Все, что, бросаюсь. Уже так изрядно покормил. Ну и вот стартовый закорм, в принципе, к вечеру. Отлично. Ну что, рыбалка только начинается, так что будем ожидать. Будем ожидать. И, подруга, спасибо тебе, немножко постояла на крючочке. Свеженького, братцы, поставим. Уже охота, конечно, жилищную рыбалку, блин. Скоро. Ну как скоро? Еще не скоро. Хотя зима-то у нас пораньше, чем в средней полосе. Вот так вот. Ну, что-то уже поинтереснее. Давай, родной, забегай. Ну вот, ну таких уже, ребятки, можно брать, так скажем. Закидушки еще не делал. У меня стоят там крупные крючки. Ну, таких уже можно брать. Второй получается. Ну, это уже чуть больше ладошки. Грамм 300. Так, братцы, ну что у меня? Что есть у меня? Что есть? Есть у меня чаечек. Яички есть, ребят, пожарить. Хлебушек. Квасок. Лучик, помидорчик, колбаска, сырки. Короче, нормально, не пропадем мы. На корняк рыбки пожарим. Так, что я хотел, ребят, если зажечь здесь, на окраине, сбоку. Как думаете, будете помогать? Я понимаю, что это для палатки, конечно, лучше всего тема. Ну так, относительно, если на кус повешу возле себя, может, хотя бы как-то эффект будет какой-то все равно. Ну все, братцы, что, вообще тихо, мирно стало. 8:30 вообще перестало. Поставил закидушку на живца. Здесь у меня на кукурузу горох не понравился мне. Высыпал его на прикормку. И все. Тихо, мирно пока. Какие-то тучки идут. Дождя вроде не обещали. Вот сидит какая-то мелочь. Вот. А даже не слышно было, как я звенел, походу. Все та же густерка, не крупная. Вот круто, ребята, вот спокойствие. Вот это я понимаю. Тихо, гладь, тишина. Вечером такой сабантуй был небольшой. Щучки тут не давали. Сейчас затихло. Ну ничего, будем ждать утра. Ночь впереди. Так что развоем что-то. Пол-ведра, ребят, уже скормил, представляете? Вот вы говорите, заброс. Изначально 10 кормушек за корм. Так вот, я тут накормил, пока эту мелочушку таскал. Щуками бодался. Уже закормился 100%. Все, ребята. Все, весь на эмоциях, ребят. Жду мотор. Скоро обкатка. Короче, будут новые хода. Вот тут уже будем двигаться далее, наверное. Эти точки уже, ребят, разведал. 20 километров ниже, 20 километров выше. Теперь будем ходить на дальники. 100%. Потому что с пятеркой, понятно, с вещами, с человеком, ну, не пойдешь далеко. В одного, да, еще вот бегаю, на глис выхожу. А вот уже кого-то сажаешь с вещами, уже все. Отбой. Ну, лодка, в принципе, 380, конечно, тоже не маленькая. Может быть, поменьше была лодка, может, она поинтереснее будет ходила.
Ладно, что. Ожидаемся. Ожидаем все равно, ребят. Будет трофей какой-нибудь, походу будет. Все на связи, братцы. Все та же густера. Все та же густера. Щука с откетом исполняет. Гусерка, ребят, проходит. Леща пока не видать. Так, ребят, ну что-то как будто зацепил кого-то. Небольшой, но зацепил. Потемнело уже так плотно. Комар пошел. Ага, подлещичек, ребятки. Опачки. Тихо, 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 тихо. Ну вот. Долгожданный. Вечерний. Ну, тоже больше ладошки. Ну такой. Сходу хапнул, причем только перезабросился. Поклевка. Нет, на корм приходят уже. Уже у нас 10 час начала. Вот просидел, наверное, с минут 40. Вот первого достойного такого поймал. Ну как достойного, такого небольшого. Ну уже вложу, имею в виду, в садок. Живец молчит. Понятно, щука вечером. Она вот активничает. Ночью она нифига. Ну под утро тоже начинает, бывает, поводки рвет. Так, надо фонарики, ребят, достать. Чайку попить. Я же ничего так и не ел. Да неохота, что-то жара такая, блин. Сейчас уже более-менее. Я еще, блин, босиком до сих пор. Забродники одеть, надо носки. Фонарики достать. Живца надо перекинуть. Короче, ждем рыбалку, ребят, ночную. Я же, кстати, ребят, опять с ломаным подсачником. У меня деревянная ручка эта отломалась с прошлого раза. Я, короче, ничего не делаю. Ладно, думаю, будем давать рыбе шанс тоже. Если не затащу здесь, мало ли какой-то бонус будет. Короче, вот так подвесил фонарик, ребят, прожектор. Ну, в принципе, кормушку парика будет видно. Сейчас надену налом на арматековский свой. И все по красоте будет. Так, скромненько. Чай с комарами, колбаска, хлебушек. Неохота ничего, что-то, вот честное слово. Попозже, да, может, под утро что-нибудь покушаем. Пока вообще нет желания. Комар поднялся. Помните, говорил, мошка, сейчас комар пойдет. Вот он, комар. С чаем уже. Ну давай, сколько гадюки эти. Ну все, ребятки, давайте чайку попьем. Наше здоровье. Ой, хорош чай травяной-то. Брат, спасибо тебе еще раз.
Не понял. И кого-то зацепил, ребята, или нет. Поклевка такая интересная была. Нет, кто-то есть. Кого-то, ребятки, зацепил. Ну, это уже наш пациент, ребят. Это уже наш красавец. Ох. Тихо. Ох ты. Вот это поклевочка, вот это наш пациент. Дождался. Вообще тихо было, ребята. О, огонек. Катя, огонек. Шел даже как-то непонятно. Возле берега только начал выделываться. Ну чё, отлично. Потихоньку, помаленьку скребем. Это радует. Потихоньку скребем. Перешел на опарыша полностью, ребят. Ставлю пучок. Прям мощный. Ну, такие бы клювали. Было бы неплохо. Я бы сказал. Было бы зачетно даже. Полетели. Полетели. Вообще тихо было, ребята. С полчасика вообще без поклевок сидел. Ребятки, я сместился этим фидером, наоборот, вправо. Вот этот работает, этот стоит нифига. А дистанция почти одинаковая. Разница в чем? Непонятно. Но там бровка. О, смотрите, ребят. Только переставил его. Поклевка. Перетащил его туда, отсюда. Получается, этот у меня сейчас первый стоит. И поклевочка была. Ну, что-то непонятно. Потому что, блин, этот работает. Знаете, есть редкие поклевки и нифига что-то. А на это вот получается и леща. Двух лещей вот на него и взял. Как-то непонятно. Правильно сделал, неправильно. Сейчас посмотрим. Так, ребят, дождался еще одного. Ох, вообще достойный, походу. Опять же на этот фидер. Без подсака-то я его достану, нет? Ух ты. Тихо, брат. Тихо, брат, тихо. Что оторвал. Ух, только оторвал. Без подсака с такими бодаться тяжело. Красавец какой. На прикормке, ребят, стоит, смотрите. Пылесосит прикормку мою. Значит, уже желтоватенький такой. Редко, но результат есть. Результат идет. Самый крупный сегодня. Что творят, блин. Хулиган. Перевязка. Тут что-то поклевывает. И опять же на этот фидер. Почему так? Непонятно. Ну, достали самое главное. Все, ребятки, что? Кормушку быстро расстегнул, чтоб не мешало. Все. Быстро поменял. Никаких скруток. Петля в петлю.
одеваю. Петля петлю одеваю. Затягиваю. Раз. Кормушку застегиваю. Два. Все. Я опять встаю, ребят. Новый поводочек. Продолжаю, братцы, это все обмыть чайком. 12 часов самый крупный. Отлично. Отлично. Ну, будем. Все, ребят, видите, переставил этот и на него. Везде нужны нюансы, как и в жерлицах. Жерлицы тоже поставил, думаешь, рыба подойдет? Нет, надо искать тоже. Какой-то метр разница есть. Так, ребят, кстати, штука помогает при полном штиле. Она работает, братцы. Она работает. Вот у меня сейчас погасло. И опять комар начал жужжать. Подпалю-ка я еще одну. Ну что, поклевки есть, ребята. И это радует. Не может не радовать. Так, что у нас уже по времечке-то? Так, час ночи. С 12 до часу. Сейчас прям хорошие поклевки были. Походу, братцы, еще зацепил кабана. Ох, что не идет. О, что-то, ребят, опять не то, бля. О, все. Порвал. Я что-то, походу, нифига не лезет дома. Четырнадцатый, ребят, уже не выдерживает. 18 еще работает. Оторвал крючок. Просто оторвал. Ё-моё. Там зверь машина была, бля. Хороший. 14 вроде фрикцион работал. 14 все равно, ребят, не тянет. 16 край 18 говорю, лески не было. Закончилось, я дурак не положил. Поехал. Мощно. Туда сразу попер. Тут башкой мотнул и все. Хрен знает, кто такой. Блин. Ну, блин. Круто. Ну что, братцы, вот уже рассвет. Прохладно стало, туман вышел. Ну, сход, ребята, был, конечно, вообще бомбезный. Не знаю, что такое. Просто колом попер. У меня сомнение, что хэштег 3 номер
Не знаю, не знаю. Ну, 14 поводок, ребята, не выдержал. Наплыло. Я до этого ставил 18 плюс фьюрокарбон, плюс японская. Такая хорошая лесочка. В концове закончилась. С той бы еще можно было попадаться, конечно. Ладно, что, утрянка. Посмотрим, что утрянка даст. Вроде мимо. Ну, кто-то есть вроде. Крупный. Костерки так разуют, так злостно клюют, блин. Тихо, тихо, подруга. Иди давай. Не уходишь? Ну, пойдем на крючок. Тогда, подруга, поменяю здесь тоже закидушечку. Ладно, братцы, кормушек 5 у меня осталось. Пошла густерка опять не крупная. Короче, будем завтракать. Время у нас уже сколько? Кока-кока. Ага, время у нас 23 минуты третьего. Ну, покушаем как раз, докормимся. Потихоньку соберемся. Начало четвертого, я думаю, попрем наверх. Будем спиннинг разлавливать. Дальше больше посмотрим. Маслицо. Маслицо. Немножко маслица. Сейчас так. Немножко горячего. Проголодался все-таки. С вечера, считай, ничего не ел. Чуковского. Жалко, помидорок нету. Ну ничего, так тоже нормально будет. Колбасятины. Немножко. Нравится, кстати, ребят, такая штука, когда вот, ну, вот в таких можно перевозить хоть, не знаю, у нас в контейнерах почему-то редко, когда я вижу. Хотя бы вот так. Нет, зимой там на избенке тоже бац-бац быстренько яичку пожарил и нормально. Ну что, братцы, давайте со мной. Быстрый завтрак. Че 5 минут, зато горячая.
И все. Будем бодрые и сильно. Пойдем наверх. По поводу бодрые еще не знаю. Споем. Начнет рубить по-любому. Есть кофе, если что, тормознем. Огонь. Что, друзья, все, посмотрим, что у нас получилось. В принципе, даже лобчик есть небольшой, но есть. Фидер распечатали. Фидер мы распечатали. Ну что, совсем даже неплохо. Эти-то вообще вот эти здравые парни. 3 здравых, 3 таких среднячка. Ну и густерочка, которую, наверное, мы ее отпустим. Зачем такую, да? Пускай живет. Пускай такая живет, конечно. Зачем? Ну и шуругаечка, которую наказали. Неплохо, неплохо. Совсем неплохо. Этот прям вообще добротный конь. Ну все, братцы. Погнал я. Попробую. По щуке. Не знаю, как получится. Ну, здесь, в принципе, немного мест. Ну, так, чтоб время есть, тем более ранняя зорька. Почему бы нет, да? Тем более погода позволяет. Солнышко. Ну, и, конечно, есть желание, ребят, по тихой охоте ударить. Маломайский прибрался. Мусор сжег, что тут было. Так, за собой чисто оставил. Все, спасибо местечку. Было здорово. Ну, а мы попробуем. Отходим. Друзей достаю. Пассажник, ребят, опять забил палку. Ну, как-то так. Спиннинг наготове. Все, время у нас... Тихо, братцы, успокойтесь. Время у нас, вот я сказал, начало 4-го, половина. Попробуем погулять. Так. Прикупил 2 воблера новых. Кислоту и натуралочку. Попробуем с зеленого. В этом сезоне работал неплохо он. Я потом оторвал и вот сейчас взял такого же. Вот. Ну а потом посмотрим. Особо задерживаться, ребят, не буду. Там что-то все затянуто. Там-то ясно, все хорошо. Ну, дождя вроде не обещали. Охота по лесу больше погулять, чем плыть троллингом. Ну, буду проходить перспективные места только. Остальное все ходом пойду. Где по сезону щука была, там пройдусь, а так не буду прям плотно так вставать на это дело. Ну, допустим, этот обрывчик, вот, он еще давал щуку сезона. Его обязательно пройдем сейчас. Пустые, ребята, не знаю. Был такой ударчик непонятно, но я склоняюсь, что это все-таки зацеп был. Травы ничего не было, но в большей степени был зацеп, я так думаю. Ну, удар такой хлесткий был.
непонятный. Ладно, едем далее. Есть небольшая щучка. Подсак доставать или что? Там такая девочка маленькая. Пускай бежит, отдыхает. А еще есть, которые покрупнее, ребятки. Да нет, что там покрупнее. То же самое. Чуть-чуть покрупнее. Ну так-то съедобная, да? Базара ноль. Ух ты. Ну тоже съедобная, да? Тихо. Что такая бойкая-то, да? Что такая бойкая-то? Да, уже более-менее. Тормознул я на обрыве. Сейчас прогуляемся километра 3-4. Бор недалеко. Посмотрим наличие подосиновика. Взял ведро, ребят, от фидера. Короче, спрятал вещи. Ну, выгрузил полностью. Вещи спрятал в кусты. Но лодку явно на берегу. Чуку оставил, как бы, я думаю, не тронут. Ну что, братцы, все. Зашел в бор. Вот такой красавец. Смешанный лес здесь. И здесь, ребят, чисто растет подосиновик. Ну и подберезовик. Белых совсем мало. Вот в этом бору. Ну, пройдем, разведочку сделаем. Я что-то так активно ломанулся. Забыл, что июль месяц. Это не сентябрь, прохладные ночи, когда комара уже мало становится. В лесу-то их вообще море. Хорошо есть сетка, хоть лицо не будет грызть. Ну, не знаю, ребят, возле дома на полях нашел 4 красноголовика. Так мы их называем. Вот, и хочется разведку сделать, конечно. Явно здесь не поля, но посмотрим. Ну, пока заходил, ребят, даже ни одной поганки не видел. Так что хотя бы найти 5-6 штук, уже жарешка будет свеженькая. Ладно, прогуляемся туда-сюда. Не, братцы, походу голяк. Полями-то полями, а лес сухой. Вон забродники у меня сухие. Ну, правда же, жара стоит еще. Но у нас просто неделя дождей было из-за этого. А нет, вот, ребята, не голяк. Смотрите, прям какой кабаняра стоит. Ну, это явно белочки. Опа! Смотрите, какой. Но он такой, в принципе, и крепкий. Но мы его белочки. Пускай она покушает. Еще один, братцы, стоит. Тоже такой уже не маленький. Какой-то суховатенький. Ага. Покушанный весь. Ну, правильно, сухо. Он такой сам по себе суховатый даже. Так, ну что, я метров 100, получается, прошел. 2. Да, явно, что здесь делать нечего. Но я уже дойду окраину. Глухарок посмотрю. Здесь глухарочки живут у меня знакомые. Всегда здесь их встречаю. Правда, надо рано утром быть. И они взлетают так прям неожиданно.
Ну, примерно я знаю, где они обычно сидят. Когда, ребят, пойдет сезон, погуляем здесь с вами, пособираем. Ирину Андреевну возьму, как обычно. Вдалеке вижу шляпка. Листвы сейчас нету, и вдалека можно видеть, смотреть. Ну, какой-то такой несимпатичный вроде. Вот, смотрите, ребятки, какой. Видите? Вот такой. Чекист. Да, вот на самом, ребят, бару в открытом делать нечего. Смотрите, от солнца просто сгорел. Здесь открыто. Явно, что здесь просто солнцепек. И надо больше по окраине ходить. Хороший бор здесь был, красивый в свое время. Ураганчик прошел, вот повалило. Вот так немножко. А так ровненько, ребят, как в парке. Сейчас немножко бардак. Ну, природа делает. Вот опять же низинка стоит. Стоит Бармалей. Стоит Бармалей. Ну, его белочки. А так хоть давайте, братцы, зачекинимся в инстаграмчик. Кстати, ссылочку, ребят, всегда оставляю. Заходите, я всегда там выкладываю что-то новое с походов и так далее. Пускай подсохнет. Может, барсучок возьмет. Отец меня так приучил. Но это, конечно, что это, может, и глупость даже. Ну, норка, видите, есть, ребята. Значит, есть рядом кто-то живет. Прям сдалека, ребятки, увидел. Ну, этот прям красавец. Этот прям красивый. А вон там еще, ребятки, смотрите. Вы видали? Этот прям красивый. Ладно, братцы, лукошко мое пустое. Сколько я видел? 5-6 штук. Ну, я захотел зайти посмотреть. Посмотрел, ребята, да, вот видите, был небольшой выход. Ну, это так, пустяки. Явно, что как бы еще рано. Будем ждать время свое. Вот тогда будет история. Будет налим, будет гриб. У меня вот так как-то получается. Осенний налим по осеннему грибу. Все складывается, и вот и грибы собираем, и налима начинаю рыбачить. Как-то, ребят, даже спокойно на душе стало. По лесу прошелся так. Утром, раннее утро, в одного с комарами. Прям как-то, не знаю, завораживает, что ли. Ну что, братцы, буду прощаться. Выйду сейчас к реке, загружусь, умоюсь, попью чайку с бутербродиком. А может, кофейку сварю. Пойду потихоньку наверх троллингом. Может, чурагайку еще поймаю. Может, нет. Короче, ребят, понял, что погонишься за 3 зайцами, увидишь заячий секс. Заниматься надо одним. Раньше гонялся. С рыбалки пришел, за грибами побежали. Сейчас, ребят, не то уже пальто. Спокойно заниматься надо одним делом. Тогда будет все получаться. Все, братцы, всем здоровья, семейного благополучия. Чтоб дома достаток был, на столе хлеб всегда был. Ну и, не знаю, денег, зараза, без них тоже никуда. А так, крепитесь, в стране тоже бардак. Ну, как-то потихоньку. Ладно, ребятки, давайте. Всем пока. Увидимся. Не забываем подписываться. Аналитика показывает 30%, ребята, подпиской. 70 без. Надо поменять кнопочку. Потому что, ну, люди смотрят, а подписываться не подписываются. Ну все, родные, давайте на связи. Полетел я, как обычно, до дому. Скоро увидимся, наверное. Все, пока.